Четвертый бой открытого ринга. В красном углу спортсмен клуба Сатори, Новиков Данила. 9 лет спортсмену, вес спортсмена 43 килограмма. В синем углу Шарипов Карим, также 9 лет, 43 килограмма, клуб Нокаут. Спортсмены начинают работу, в принципе, активно, без разведки, встречаются впервые. Мы слышим подсказки с красного угла. Тренер и, не знаю, может, родители подсказывают, чтобы он все-таки работал активней. Но, тем не менее, Карим работает на данный момент более активно и атакует не только в голову, но мы видим и ногами, и по корпусу. Ну, здесь даже ребята немножко толкаются, то есть это немножко такая суета. Она обычно бывает у спортсменов, у которых нет опыта проведения боев. Не знаю, сколько занимается Данила, но точно могу сказать, что Карим занимается около года. Уже выигрывал открытый ринг и становился призером республиканских соревнований по кикбоксингу. Вот. Активно зал подсказывает красному углу. Все просят сериями активнее работать. Вот. Такая поддержка, мы слышим, с красного угла активно идет. Но это радует то, что все-таки люди переживают. Каратистский контрольный был. Да, каратистский такой контрольный в голову. Закончился первый раунд. Сплошной бокс, больше. Да, вот, пожалуйста, вам и работа ногой. Все же Карим нет, выстреливал ногами. Вот еще раз мы видим. Просто идет в атаку и даже не попадает, не достает. Да, ну вот подсказывают, видите, как и отец, и тренер Алексей Михайлович подсказывает. Алексей Михайлович, я помню, я был подростком, он уже карате, тренировки вел. Да, это человек, который, наверное, всю жизнь преподает, тренирует карате в городе Ухта. Рефери в ринге Тюхтин Максим, спортсмен клуба Нокаут. Напоминаю, что разрешены здесь удары по ногам, удары руками в голову, в корпус, удары руками с развороту, ногами с развороту и удары в захвате. Но удары в захвате не оцениваются, то есть они разрешены, но таковой оценки не несут. Мы видим, что спортсмен красного угла после первого раунда немножко стал активным и пытается, немножко задавить весом, но у него это не получается, потому что спортсмены, в принципе, одинаково, абсолютно весовая категория у них одинаковая. Вот такая возня руками идет, значит, возня, что четких ударов нет, накидывают просто, пытаются вытянуть по очкам. Это, конечно, для зрителей не является примером, то есть они не нравится это зрителям, да, это такая рубка. Зрители больше любят, да, четкие удары. Ну и мы, как судьи, как тренерский состав, конечно, любим бои, когда четко видно удар. Зато динамики боя хоть отбавляй. А динамика боя шикарная. И не забываем, что все-таки 3 раунда по 2 минуты бить без остановки — это очень хорошая выносливость нужна. То есть, не будет спортсмен, который занимается там полгода, вот так вот активно накидывать руками. Я имею в виду, что вот Новиков Данила, да, мы не знаем о его там достижениях. Я видел его пару раз там на соревнованиях, он там выигрывал даже, и прошлый, если я не ошибаюсь, открытый ринг он выиграл. Даже досрочно, если я не ошибаюсь. Вот, активно, очень активно. Мы видим, что Карим все-таки во время боя
нанес парочку ударов ногами. Ну, вот, смотри, Вот, в да, голову капа попадает вылетела, да. Во время серии капа вылетела у Данила. Подсказываю его. Александр подсказывает. Ученик Алексея Михайловича. Он тоже, по-моему, в этом турнире, да, участвовал? Да, он участвовал в этом турнире. Он является бронзовым призером Кубка мира по кэмпа. Ездил со мной на чемпионат. Мы вместе ездили на чемпионат мира. Мы видим, да, что и третий раунд, в принципе, не отличается ни от первого, ни от второго раунда. Ребята активно работают. Ну, сейчас Данила как-то хорошо попал. Ну, Данила преимущественно работает больше руками. Вот, а все-таки это... Ага, рефери хотел ему отчитать, Пухтин Максим, но... Мы знаем, что если отчитывают спортсмену, то раунд уходит в преимущество второму спортсмену. Да, проигрывает. Но он начал отчитывать, потом, видно, дал возможность отработать. Чтобы не было предвзятого отношения, что мы отчитали, а он мог работать, то есть даем возможность. Мы видим, да, что выполняет сложный элемент, удар с развороту, и повторно выполняет. Да, если, конечно, такой удар попадет в голову, мало не покажется. Молодец, Карим, хорошо. В плане того, что голова думает, что сделать, как поймать. Данил уже начинает, да, уже начинает висеть, но это говорит о том, что он просто физически устал. Немножко уже все же. Кариму была установка бить меньше, но жестче. То есть находить нюансы, где можно пробить дыхание, либо подбородок. Мы видим, да, что Данил накидал раунд, этот полраунда ударов, и все, и устал. А Карим плавно все-таки вытянул этот раунд. Хорошо идет. Но все удары, в принципе, вот сейчас атака была вскользь. Тут ответная. Да, такая же. Победа присуждается Шарипову Кариму.